О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. В Якутске стартовал республиканский сбор, подводит итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что входит в программу. Маршрут перестроен. Стартовали перевозки по новым схемам движения автобусов под номерами 16 и 1 столицы. Расскажу подробности. «Музыка для всех». Во Дворце детского творчества подвели итоги проекта, нацеленного на обеспечение доступности музыкального образования среди детей и подростков. «Золотые семьи Якутии» в столице презентовали очередное издание книги, в которую вошли семейные пары, хранящие верность и любовь многие годы. Акция «Новогоднее чудо» завершилась. Подарки переданы в адрес благотворительного проекта «Делай добро». Съезд партии «Единая Россия» поддержал Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. Председатель партии Дмитрий Медведев призвал однопартийцев консолидироваться перед президентскими выборами и добиться бесспорной победы действующего главы государства. Инициативная группа избирателей также поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России в марте. Глава государства будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в 5-й раз. А 22 декабря в пятницу в 12:00 глава Якутии огласит ежегодное послание Госсобранию Илтуме. Наисад Николаев подведет основные итоги года и обозначит стратегические направления развития республики на ближайшую перспективу. Послание огласят в присутствии народных депутатов, членов правительства, глав районов, руководителей крупных предприятий и организаций. Планируется участие представителей судебной власти, прокуратуры, сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы от Якутии, руководителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по республике, а также лидеров традиционных конфессий и общественников. Наша компания будет вести прямую трансляцию мероприятия. Со второго полугодия в Якутии вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Рост совокупной платы составит в среднем 9,5%. Об этом сообщил председатель Госкомцен республики Николай Бочков. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ меняться не будут. По прогнозам, с 1 июля тарифы в среднем по республике на теплоснабжение вырастут на 16,8%, на водоснабжение почти на 20%, на водоотведение на 22%. При этом граждане, а также малый и средний бизнес в Якутии защищены законом о льготных тарифах. Поэтому средний индекс роста платы граждан за услуги ЖКХ составит 9,5%. Весьма неприятный подарок под Новый год получили жильцы нескольких домов в 203-м микрорайоне Якутска. В очередной раз, достав из почтового ящика квитанции за ЖКХ, они обнаружили в них корректирующие счета за теплоэнергию суммами от 7 до 50 тысяч рублей по каждой квартире за год. При этом, как отмечают сами жильцы, общедомовые приборы учета не работали в прошлом году. Они настаивают, исполнитель коммунальных услуг, в данном случае управляющая компания, должен обеспечивать надлежащее состояние и постоянную готовность приборов учета к поставкам коммунальных услуг населению. Ответственность за общедомовые приборы учета несет управляющая компания или обслуживающая организация в многоквартирном жилом фонде. Собственно говоря, вот данная организация должна как раз и проводить все мероприятия для того, чтобы прибор учета был в исправном состоянии, также передавать показания приборов учета для корректного начисления и, скажем так, взаимодействовать с собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, для того, чтобы такие вопросы не повторялись в будущем. Более 400 якутян приняли участие в программе по повышению финансовой грамотности за последние 2 года. Такие данные сообщил премьер-министр республики Кирилл Бычков. Сегодня он провел совещание по итогам реализации проекта. 2 года назад в Якутии заработал региональный центр компетенций по финансовой грамотности. По результатам мониторинга индекс финансовой грамотности для Якутии составил 13,19 балла, что немного ниже уровня 2021 года, написал Кирилл Бычков в Телеграм.
По словам премьера, особое внимание требует системная работа, направленная на профилактику мошенничества среди населения. Якутская транспортная прокуратура провела в аэропорту Якутска личный прием граждан. По поступившим жалобам на задержки рейсов авиакомпании «Якутия» в декабре начаты проверки. Сообщается, что с начала месяца из-за тумана и низких температур было несколько случаев задержек авиарейсов. В аэропорту проведен личный прием граждан, приняты обращения о нарушении прав пассажиров. По поступившим сигналам о предоставлении некачественных услуг начаты проверки, информирует пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. Отметим, что сегодня утром сильный туман стал причиной задержки 2 рейсов в аэропорту Якутска. Якутия станет пилотным регионом страны для тестирования сервисов аварийного оповещения и мониторинга транспортных средств без использования сотовой связи. Тесты проведут на базе госинформсистемы «Эра ГЛОНАСС». Реализацию проекта обеспечит научно-образовательный центр «Север» и компания «ГЛОНАСС». Соглашение подписано руководителями организаций в присутствии главы республики, председателя наблюдательного совета Центра «Север» Айсена Николаева. Развитие российских технологий связи обеспечит импортонезависимость решений для повышения безопасности перевозок и снижения транспортно-логистического неравенства для территорий, где отсутствует покрытие сотовой сети. Более 110 тысячам детей и порядка 4,5 тысячам беременных женщин в Якутии назначено единое пособие с момента вступления в силу закона. Отделение соцфонда России по республике перечислило семьям более 16 миллиардов рублей. Правительство скорректировало ряд оснований для назначения единого пособия. И с 1 декабря в доходах больше не учитывают проценты по номинальным счетам на опекаемых детей и выплаты «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Также меняются правила назначения пособия самозанятым. У родителя, для которого единственный и регулярный источник заработка – самозанятость, право на единое пособие возникает, если годовой доход больше 2 минимальных размеров оплаты труда. Правило не применяется в отношении тех, у кого есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо если самозанятость – это дополнительный заработок. С июня 2024 года не будут учитываться доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет в период их обучения. Начались перевозки по новым схемам движения автобусов под номерами 16 и 1 в Якутске. Так, 16-й маршрут теперь осуществляет заезд на улицу Лонгинова, а маршрут номер 1 движется по старой схеме. Однако конечной остановкой стал Ричпорт. Напомним, движение маршрута номер 8 временно приостановлено. Подробнее в материале Даяны Федоровой. На сегодняшний день по маршруту номер 1 выехали 10 автобусов с интервалом движения около 15 минут. А по маршруту номер 16 выехали 16 автобусов с интервалом движения около 11 минут. Вот что думают горожане о введении новой маршрутной схемы. На моем маршруте вроде все нормально ходит. А какой автобус ждете? Ну, сейчас, который до центра поедет. Как давно уже стоите здесь? Ну, минут 5 назад пришла. Уже 2 автобуса пропустила, просто не знала, на какой сесть. Непонятно, по берегу или по Лермонтово. 35-й ходит. Нет, ну 16 на Лонгинова заезжать будет, это хорошо. Но дело в том, что теперь с Сайсары до Октябрьской эта улица оголилась совсем. То есть по Октябрьской ходила одна 8-ерка, и 20-ка там немножко захватывала. А теперь улица Октябрьская оголилась, это неудобно. Про изменения, да. Я это слышал информацию. Все очень хорошо, да. Все устраивает вообще, очень хорошо. Ежедневно на линию выходят около 290 автобусов по городским маршрутам и порядка 35 единиц по пригородным. С целью обеспечения движения общественного транспорта в районе речного порта запустили новые автобусы большого класса МУП-Япак. 103-й сейчас у нас изменение произошло. 103-й один график у нас сейчас заезжает на улицу Новая в пригородном. В связи с тем, что 108-й пока сняли с маршрута. Сейчас сами слышали, на городских маршрутах изменения произошли на 16-м, на единице. Вот наши 2 автобуса сейчас еще на единицу зашли в помощь городским маршрутам.
На данный момент остро стоит вопрос кадрового дефицита водителей автобусов. Всего порядка 240. Для решения данной проблемы планируют вводить различные соцпакеты. Льготную ипотеку, детские сады для детей, предоставление общежития для приезжих, а также планируют изменить выплату заработной платы. Мы хотим перейти в следующем году на вид перевозок по бруттоконтрактам. То есть что это такое? Это когда перевозчик не будет гоняться за пассажирами, как сейчас, да, а ему будет выгодно только само движение по определенным маршрутам. То есть ему деньги будут оплачиваться уже не от пассажира, да, а будут оплачиваться от специального перевозчика, то есть в лице администрации. Со следующего года планируется реализация нового проекта под названием «Новые маршрутные сети». Всего данный проект планируют вводить в 3 этапа в течение 3 лет. В новый проект входят не только изменения, касающиеся схем движения автобусов, но и обновление транспорта, обустройство пересадочных узлов, новой дорожной сети и теплых остановок. В 50-градусные морозы особенно необходимы теплые остановки, которые помогают жителям в комфорте дожидаться автобуса. В настоящий момент в Якутске функционирует порядка 60 теплых остановок. В каждой из них установлен специальный экран, где видны маршруты и интервалы автобусов. Ежегодно планируется вводить дополнительно еще по 10. Режим работы до конца этого года останется прежним, ну а в следующем году, когда вводится новая маршрутная сеть, режим работы будет увеличен до 11 вечера. Помимо изменения схем движения автобусных маршрутов под номерами 16 и 1, дорожно-транспортной службой принято решение запустить движение маршрута номер 109 по проспекту Ленина. Также 18-й автобус с конца текущей недели будет курсировать по Поярково, а автобус номер 5 по проспекту Ленина. С января на городской маршрут будут запущены 15 новых транспортных средств. Всего в этом году приобретено 40. Отметим, что в новогодние праздники движение маршрутов будет осуществляться по специальному графику. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. В столице стартовал республиканский сбор, где подводят итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На протяжении недели пройдут семинары, слушания и практические учения. На контрольно-проверочных пожарно-тактических учениях воссоздадут чрезвычайные ситуации, после которых будет проведен подробный разбор. Подробности у Марферины Алексеевой. На протяжении недели в рамках проведения учебно-методического сбора пройдут семинары, слушания и практические учения. На контрольно-проверочных пожарно-тактических учениях создадут чрезвычайные ситуации, после которых будет проведен подробный разбор. На объекте оздоровительной спортивном комплексе «Сулус» учение будет приближенное к реальному. Это тушение, условное тушение пожара. На сборы приехали представители 35 территориальных подразделений. Специалисты выступили с докладами об организации боевой, служебной и физической подготовки личного состава, об оперативной обстановке с пожарами и их последствиями. Организации мероприятий по профилактике уделяется особое внимание. Службы работают с населением разных возрастных категорий, начиная с ребят детского возраста. Традиционно особое внимание уделяется решениям проблемных вопросов по техническому оснащению и условиям труда. К примеру, в селе Иенгра Нерюнгринского района малочисленная пожарная часть номер 5 остро нуждается в новом здании, оснащении и благоустройстве. Здание бесхозное, отсутствует водопровод, канализация, отопление, отапливается дровами. У нас, скажем так, для личного состава практически не создано условий для несения службы. Но данный вопрос на уровне правительства решен. Развитие Нерюнгринского района одним из пунктов является как раз строительство нового пожарного депо в селе Иенгра до 2026 года. Опыт проведения ежегодных сборов руководителей давно показал практическую ценность по организации оперативного пожаротушения и аварийно-спасательных работ. К примеру, отряд противопожарной службы номер 33 в Тампонском районе является лучшим подразделением в Якутии. Александр Башарин, который более 35 лет несет там службу, поделился историей, поразившей мир. Горел магазин частный. В условиях минус 56 градусов тушили этот магазин.
Ну, потом у нас работники сделали там фото, как правильно сказать. И разошлось это по всему миру, прославились. Очень часто приходится выезжать на ДТП и другие ЧС. Особенно сложный у нас автозимник Стурно-Верхоянского района от села Тополиново. Там и наледи, и заносы дорог. Скажем, если Джибарь-Кихая у нас находится 55 километров, то Тополино 290 километров от райцентра. Для защиты населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории республики создано 153 подразделений противопожарной службы, 47 пожарных частей и 106 малочисленных пожарных пунктов. Общая численность кадрового обеспечения в республике – 2716 человек. Ежедневно на дежурстве, которое организовано в круглосуточном режиме, находится около 500 человек личного состава. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Идем далее. В Якутии победители и призеры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников будут получать единовременные денежные выплаты. Победители 500 тысяч рублей, а призеры 100 тысяч рублей. Об этом говорится в указе главы республики. Выплата учреждена для поощрения учащихся, проявивших выдающиеся способности в области образования, указано в документе. Вознаграждение предусмотрено за каждое звание победителя или призера. Напомним, в Якутии также продолжатся выплаты в 100 тысяч рублей выпускникам, набравшим высший балл по итогам ЕГЭ. В этом году денежное поощрение получили 24 выпускника. Итоги года педагога и наставника, объявленного в России президентом страны Владимиром Путиным, торжественно подвели в Нерюнгринском районе. На мероприятии побывал наш коллега Иван Лазаренко. На церемонию закрытия года педагога и наставника были приглашены педагоги разных поколений, профессионалы с большим опытом и молодые учителя, использующие в своей работе самые инновационные методические разработки. Каждый из нас помнит всю свою жизнь своего учителя, точнее своих учителей в школе, в институте, в колледже, педагогов, наставников, доп. Образования. Это те люди, которые закладывают основу формирования каждой личности. Это те люди, которые, как в свое время выразился один известный человек, из глыбы камня, из глыбы мрамора отсекают все лишнее и формируют скульптуру. То же самое и учитель. В этот день со сцены звучало много слов признательности в адрес учителей, воспитателей и наставников, которые своим трудом вкладывают душу в воспитание подрастающего поколения. Вот это все вылилось в ряд масштабных мероприятий, которые проходили на нашем муниципальном уровне, проходили, значит, на уровне республики. Вот, соответственно, значит, мы постарались побольше, значит, отметить заслуженных наших учителей, педагогов. Вот, кроме этого, конечно же, был проведен ряд различных семинаров, проведена конференция, проведены, значит, ярко, скажем так, наши январское августовское совещание учителей Нерюнгринского района. Высокими наградами были отмечены лучшие из лучших. Все, кто помогает детям получать разносторонние и глубокие знания, которые непременно пригодятся в жизни. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации наградить Самсонову Юлию Васильевну. Мне очень приятно, что в год педагога и наставника мои достижения не остались без внимания. Меня сегодня наградили почетной грамотой Российской Федерации. И вообще очень отрадно, что педагогам и наставникам не только в этом году, но вообще стали уделять большое внимание у нас в России. Работа по повышению престижа педагогов и наставников, оказанию им социальной и материальной поддержки и привлечению молодых специалистов в профессию не начинается и не заканчивается тематическим годом. Она планомерно идет уже на протяжении длительного времени и обязательно будет продолжена. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске презентовали книгу о семьях, которые многие годы бережно хранили свою любовь и верность. Управление ЗАГС при правительстве республики издало 8-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии». Туда вошли материалы о более чем 100 семьях, которые смогли сохранить брак 50 и более лет. Первая книга «Золотые семьи Якутии» была издана в 2008 году. После проект стал уникальным и востребованным.
За этот период более 800 семей вписаны золотыми буквами в издание. Они являются примером для многих семейных пар. В этот волнительный день семьи поздравили члены правительства, работники ЗАГС, дети, внуки, общественность. С года выпуска этой книги было понятно, что это уникальный проект и востребован жителями республики. Традиция издания этой книги, народной книги, поддерживается правительством Республики Саха-Якутия. И начиная с 4-го выпуска это совместный проект управления ЗАГС и Министерства труда и социального развития. А во Дворце детского творчества подвели итоги проекта «Музыка для всех», нацеленного на обеспечение доступности музыкального образования среди детей и подростков. Также торжественно подписано соглашение между Министерством культуры и Министерством образования Якутии. О его продлении подробности в сюжете Марины Захаровой. За все время работы проекта, автором и инициатором которого является первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, было создано 8 музыкальных кластеров, организовано 4 музыкальных конгресса международного уровня, проведено множество мастер-классов, фестивалей, конкурсов, открыты новые творческие лаборатории и лектории. Все это нацелено на приобщение детей к музыкальному искусству, поскольку учеными доказано его благоприятное влияние на умственную работоспособность. Доказано, что если ребенок год занимается музыкой, у него 2 полушария начинают вместе работать. Поэтому, какую бы он впоследствии выбрал профессию, он будет успешным врачом, успешным учителем и успешным программистом. За 10 лет реализации он охватил 482 дошкольные организации и 445 школ Якутии, в образовательную программу которых ввели 3 часа занятий музыки. Дети не только поют в хоре и изучают нотную грамоту, а также учатся игре на инструментах. Очень многие дети занимаются уже самостоятельно музицированием. Они уже сами ищут, куда как бы заниматься. Таких детей у нас будет много, которые будут любить музыку. На следующие 10 лет запланировано введение в проект «Музыка для всех» нового направления по хореографии. Кроме этого, будет создана автономная некоммерческая организация, чтобы вывести проект на межрегиональный уровень. Самая главная задача соглашения и второго десятилетия – это выход на российский уровень. То есть наш проект, он будет масштабирован и уже выходит за границы нашей республики, за территорию. И уже регионы России берут наш опыт на вооружение, и многие переходят тоже на этот проект. Также в Якутии в рамках проекта «Музыка для всех» издали первый учебно-методический комплекс на якутском языке для дошкольных образовательных учреждений. В нем собраны произведения местных певцов и композиторов, а также известные песни, переведенные с русского языка на якутский. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Акция «Новогоднее чудо» завершилась. Подарки, переданные в адрес благотворительного проекта «Делай добро». Так, с 4 по 18 декабря отдел продвижения библиотечных ресурсов централизованной библиотечной системы Якутска запустил добрую акцию «Новогоднее чудо». В рамках проекта каждый из участников смог почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить желание. К акции присоединились филиалы и все функциональные отделы централизованной библиотечной системы столицы. В адрес детишек поступили сладкие боксы, кулечки, конфеты, шоколадок, большое количество игрушек, настольных, развивающих игр. Сотрудники отдела собрали 9 больших коробок, в которые заботливо упакованы многочисленные подарки. Мы приняли участие в проекте Петра Черкашина «Делай добро. Новогоднее чудо» силами централизованной библиотечной системы города Якутска. Нас много, 18 филиалов, и почти все филиалы приняли участие в таком замечательном новогоднем мероприятии, как подготовка подарков для многодетных семей, для пожилых, и для жителей города Якутска. И о спорте. Федерация «Союз ЧИР спорта России» в республике официально начинает свою деятельность по развитию массового спорта. Открытие федерации прошло с участием президента и основателя Союза Андреем Какаулиным и председателем правительства республики Кириллом Бычковым. Подробнее в сюжете. Торжественное открытие Федерации «Союз ЧИР спорта» состоялось на базе Международной арктической школы. В рамках мероприятия утром были организованы показательные выступления и соревнования по чир-спорту и спортивной скакалке, участие в которых приняли дети из различных районов республики. Очень привлекательно, потому что это музыка, это танцевальная составляющая,
доступность. Ну и очень популярные направления среди молодежи, такие как джазовый танец или хип-хоп. Также фристайл и акробатические составляющие. Скакалка для меня это потенциальный вид спорта номер один. Для того, чтобы заниматься скакалкой, нужна комната и скакалка, собственно. Пилонный спорт – новый вид спорта. Не могу сказать, что он популярен в Якутии, но есть два коллектива, которые его развивают. С 2021 года тренерский и преподавательский состав созданной региональной федерации работает на базе Академии этноакробатической хореографии «Кындыкан». В ней обучаются более 150 детей, 40 из которых имеют юношеские разряды и занимаются в специальной спортивной группе. Было очень волнительно из-за того, что 2 года приостановлена была работа чир-спорта по всей Якутии. И с этого года у нас будет аккредитована федерация, и официальные соревнования наконец-то у нас будут уже в силе. В завершении мероприятия состоялась рабочая встреча Кирилла Бычкова с Андреем Какулиным, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития чир-спорта в республике. В частности, речь шла о планах по открытию филиалов федерации в районах. Расширение открытия филиалов чир-спорта республики в муниципальных районах. Чир-спорт у нас в республике это достаточно молодой вид спорта, надо сказать, да. Значит, ранее была федерация тоже, да, чир-спорта, значит, и она была, этот вид спорта, как чир-спорт, чирлидинг, в республике презентовали мы в 2016 году. Чирлидинг развивается в России с 2007 года. В настоящий момент Союз чир-спорта объединяет в своих рядах 79 регионов России и более 2500 команд. По итогам встречи был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с Международной арктической школой и дирекцией по подготовке и проведению 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.